Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Рената и Юля. Добрый вечер. Добрый вечер. Я пришла на эту игру проверить знание татарского языка. Пришла вместе со своей любимой дочкой, которая будет за меня болеть. Да, Диана? Да, мамочка. На эту программу мы пришли посоревноваться с подругой, с моей, в знании татарского языка. Я пришла сюда со своей дочкой Лианой. Я пришла сюда на эту программу, чтобы моя мама победила в этой программе, чтобы поболеть за нее. Правила первого тура нашей игры очень просты. Традиционно сейчас перед вами появятся две темы. Вы решите, кто из вас будет выбирать первым. После этого я предложу вашему вниманию, в зависимости от темы, перевести 8 слов с русского языка на татарский. Но чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработайте 2 балла. Ответьте неправильно и дадите возможность заработать 1 дополнительный балл на вашем же вопросе вашему сопернику. Все понятно? Да. Уважаемые телезрители, мы начинаем телеигру «Переведи». Let's go! Юля, Рената, 2 темы. Общество, экономика. Кто выбирает первый? Ренат. Рената. Почему Рената? Просто Ренат. Просто Рената. Рената, общество, экономика. Давайте возьмем общество. Давайте возьмем общество. Очень легкая тема, на самом деле. Общественно-политическая жизнь вообще привлекает. Итак, играем в общество, точнее в тему общества вместе с Ренатой. Ренат, как на татарском языке будет слово «зависимость»? Бейлелек, бейляншик, бейлау. Я думаю, это первый вариант ответа. Принято. Это правильный ответ. Бейляншик – это приставучий, бейляу – это вязание, а бейлелек – это зависимость. Юля, играем с вами. Юля, как по-татарски будет эффективность? Нәтижелелек, эффектлылык, яхшылык. Я думаю, второй вариант. То есть вам кажется, что эффективность по-татарски будет эффектлылык. Угу. То есть вы считаете, что татары особо не напрягались и взяли прямо это же слово? Думаю, что да. Это неправильный ответ. Рената, есть возможность заработать дополнительный балл на вопросе соперника. Как же по-татарски будет слово «эффективность»? Нәтижелелек или яхшылык? Я склоняюсь больше к третьему варианту. К третьему варианту? Да. Ну что ж, третий так третий. Это неправильный ответ. Дело в том, что эффективность по-татарски будет нәтижелелек. От татарского слова «нәтижа», что означает результат. Эффективность, результативность. Эффектлылык – это не по-татарски. Яхшылык – это доброта, что-то хорошее. Итак, третий вопрос. Играем с вами, Ренат. Переведите на татарский язык слово «законодательный». Закон берущий, канун чыгарущий, закончалык. Пусть будет первый вариант. Пусть будет. Да пусть будет первый вариант. Это неправильный ответ. Юля, есть возможность отыграться на вопросе соперника и заработать дополнительный балл? Подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет законодательный? Канун чыгаруще или закон чалык? Думаю, что второй вариант. Принято. Это правильный ответ. Поздравляю, вы заработали дополнительный балл на вопросе соперника. Действительно, канун чыгаруще – это законодательный. Закон беруще – это дающий закон. А закон чалык – это закономерность. Итак, играем с вами ваш законный 4-й вопрос, то бишь все четные вопросы ваши. Переведите на татарский язык слово «внести поправки». Внести поправки. Все просто. Тагдим керту. Редакциялау. Түзәтмә керту. Я думаю, что третий вариант.
Принято. Это правильный ответ. Действительно, тузатмя карту – это внести поправки, тагдим карту – внести предложение, а редакция – это редактирование. Итак, Рената, насколько я знаю, вы работаете в автосалоне. Да. Занимаетесь продажей автомобиля? Нет. А что именно вы делаете в автосалоне? Администратор. Вы администратор. А в чем суть работы администратора в автосалоне? Мы приветствуем клиентов, приходящих к нам в автосалон. Проводим их до менеджера. То есть непосредственно работаете с клиентами? Да, с клиентами. А бывают моменты, когда используете татарский язык в своей работе? Ну, бывает, пожилые мужчины приходят с супругами пожилыми. Традиционный такой также. стереотип. Пожилые мужчины приходят, и здесь бывает момент, когда используют татарский язык. Да. Скажите, пожалуйста, а дома на татарском языке разговариваете? Может, в семье как-то? Ну, с маминой тетушкой бывает. Общаемся, да. Вот. А дети, я знаю, разговаривают на татарском языке, не разговаривают на татарском языке? Мы просто с ней не общаемся на татарском. А? Не общаемся. То есть, насколько я понимаю, дома так получается, что на татарском не разговариваете. Ну, редко. Да, достаточно редко. Но, мне кажется, хотелось бы, наверное, чаще разговаривать. Ну, сейчас придется, потому что мы в первый класс поступили, и татарский будет чаще, чем даже русский по расписанию. То есть, скорее, наверное, не придется, а сколько будет возможность разговаривать на татарском языке. Да. Ведь, насколько я понимаю, это же не какая-то необходимость, да, а все-таки некая возможность говорить на татарском языке. Мы Что живем я- в Татарстане, я считаю, что дети должны знать язык. Ну, как минимум, вне зависимости от того, где человек находится, он как минимум должен разговаривать на татарском языке. Всегда вспоминаются слова Разили Исмагиловича Валеева, депутата Государственного совета Республики Татарстан, который говорит о том, что знание иностранного языка является богатством, а вот знание родного языка является счастьем. То есть чит тілі білу байлық, а вот туған тілін білу бақыт. Ну что ж, играем с вами. Ренат, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет парламентские слушания? Интересно, да? Парламентские слушания. Первый вариант. Парламент тыңлаушанлығы. Второй вариант. Канун тыңлаулары. И третий вариант. Парламент тыңлаулары. Я считаю, что это третий вариант. Вы считаете, что это третий вариант ответа? Принято. Это правильный ответ. Парламент тыңлаушанлығы – это послушность парламента. Канун тыңлаулары – слушание закона, а парламент тыңлаулары – парламентские слушания. Юля, знаю, тоже работаете в области торговли, и тяжело ли приходится? Ведь Бывает по-разному. бывает по-разному. Нравится ваша работа? Нравится. Все время в движении, в динамике? А часто используете татарский язык дома? Ну, приходится, Приходится? да. В каких случаях? То есть, Ну, бабушка кто-то- проживает со мной. А, она бабушка с вами татарка. живет? То есть бабушка стоит с копьем и говорит: татар, сейчас иляш! Она по-татарски разговаривает, поэтому А. приходится отвечать тоже ей так. Приходится отвечать. Ну, то есть, как бы не приходится, а Ну, держит вас в отвечает. тонусе, да, в татарском. Понятно. А дочь разговаривает на татарском, не разговаривает на татарском? Бабушка тоже с ней разговаривает. бабушка разговаривает, Да. и, собственно- Она понимает, но ей не отвечает. Ей не отвечает. Да. То есть бабушка, если я не отвечу, никогда. Ну, она на русском отвечает ей. Понятно. Но бабушка по-русски понимает. Да. Ну, это главное, хоть есть какой-то диалог выстраивается. Итак, шестой вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово полемика? Полемика. Понимаете, да, слово полемика? Очень простое слово. Муназара, каршылык, мөрәҗәгать. Муназара, каршылык, мөрәҗәгать. Полемика. Пусть будет третий вариант ответа. То есть вам кажется, что мөрәҗәгать? Да. Ну ладно, я принимаю этот ответ. Это неправильный ответ. Ренат, есть возможность заработать один дополнительный балл на вопросе соперника. Как по-татарски будет полемика? Мназара или каршылык? Я считаю, что это первый вариант. То есть вы считаете, что мназара – это полемика? Нет, все-таки второй вариант. Второй. Да. То есть вы считаете, что каршылык – это полемика? Да. Принято.
Это неправильный вариант ответа. Полемика по-татарски будет муназара. Каршылык – это противостояние. А муражагат – это обращение. Когда говорят муражагат, это обратитесь. Итак, 7-й вопрос. Играем с вами, Ренат. Это ваш законный вопрос. Как на татарском языке звучит слово «имущество»? Малик, мюлькет или хиссиет? Сложный вопрос. Согласен. До этого было все просто, а вот сейчас очень сложно стало. Имущество. Давайте пусть будет третий вариант. Пусть будет третий вариант. Пусть будет третий вариант. Принято. Это неправильный ответ. Рената. Юля, играем с вами. Как же по-татарски звучит слово «имущество»? Малик или мюлькет? Я думаю, что второй вариант. Вам кажется, что мюлькет – это имущество? Угу. Принято. Это правильный ответ. Малик – это царь, правитель. Мюлькет – это имущество. А хиссият – это страстность. Видите, каким словам вас тянет, да. Итак, Юля, играем с вами. 8-й вопрос. Переведите на татарский язык слово «частный». Шахси, иштимаги, хасуси. Ну, пусть будет второй вариант. То есть вы считаете, что частный – это иштимаги? Принято. Это неправильный ответ. Ренат, как ваше настроение? Отлично. Как же по-татарски будет частный? Шахси или хасуси? Я думаю, шахси. Вам кажется, шахси. Да. Принято. Это неправильный ответ. Что ж такое? Шахси – личный. Иштимаги – общественный. Хасуси – частный. Ну что ж, на этом 8 вопросов, которые традиционно переводятся с русского языка на татарский, закончились. Но я вам предлагаю воспользоваться некими бонусами, которые, собственно, от них никуда не отвертятся. Итак, традиционные бонусы по одному вопросу. Каждое слово необходимо перевести с английского языка на татарский. Отвечаете правильно, можете заработать 3 балла. Отвечаете неправильно и даете возможность на вашем вопросе заработать 2 дополнительных балла вашему сопернику. Все понятно? Ренат, начинаем с вас. Переведите, пожалуйста, с английского языка на татарский слово «society». У меня даже нет предположений. Я просто вообще английский не изучала и немецкий изучала. Поэтому с английским. Поэтому society вам это неизвестно, татарский вариант этого слова. Нет, к сожалению. Ну что ж. Юлия, есть возможность заработать 2 дополнительных балла на вопросе соперника. Как же по-татарски будет society? Я тоже затрудняюсь ответить. Дело в том, что, уважаемые телезрители, слово society с английского на русский переводится как общество, а общество по-татарски будет jamriyet. Итак, Юля, вам достается не менее простое слово independence. Как на татарский язык переводится слово independence? На татарский язык, напоминаю, да? Тоже не могу ответить. Ну, понимаю, непростое слово. Рената, independence. Что-то знакомое на слуху, но Ну, как вы думаете, вот independence? Вообще в Америке очень популярное такое выражение, говорят, Independence Day. не знаю. Ну, ладно. Ежедневный. Нет. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, independence с английского языка на русский переводится как независимость. Но по-татарски это будет бейсизлик. Юлия, Ренат, уважаемые участницы, по итогам первого тура вы набрали по 4 балла. У вас абсолютное равенство, и на данный момент вы находитесь в состоянии некого такого мира, который, видимо, перерастет в некое сражение интеллектуальное во втором и финальных раундах. Уважаемые телезрители, на этом первый тур нашей телеигры подошел к концу. Не переключайтесь, вас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Добрый вечер, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи».
Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Рената и Юля. По итогам первого тура у нас абсолютное равенство по 4 балла. Ренат, Юля, вы готовы играть дальше? Да. Готова. Уважаемые телезрители, нас ждет второй тур. Правила второго тура очень простые. Они традиционно не сильно отличаются от правил первого тура. Сейчас перед вами появятся две темы, и поскольку у вас равенство, вы будете между собой решать, кто будет начинать первым. После этого мы играем в одну из двух тем. Я предлагаю вам 8 слов перевести с татарского языка на русский. Ну, чтобы было проще, помогу и предложу 3 варианта ответа. Ответите правильно, заработаете 4 балла. Ответите неправильно, и возможность заработать 3 дополнительных балла будет у вашего соперника. Уважаемые телезрители, мы начинаем второй тур нашей телеигры. Ну что ж, Юлия, Рената, две темы: экология и экономика. Кто выбирает? Я думаю, Юля пусть выберет. В этот раз, Юля, что вам нравится больше, экология или экономика? Больше мне нравится экология. Больше вам нравится экология. Ну, вообще, мне тоже больше нравится экономика, но сыграл бы я в экологию. Итак, играем в тему экология вместе с Юлей. Юля, как на русский язык переводится слово табират? Природа, луг, лес. Табират. Пусть будет второй вариант. То есть вы считаете, что табират — это луг? Принято? Это неправильный ответ. Рената, есть возможность заработать дополнительный балл. Подскажите мне, как с татарского языка на русский переводится слово табират? Природа или лес? Я думаю, что природа. Природа. Да. Принято. Это правильный ответ. Луг — это болон, а лес — это урман. Рената, играем с вами. Ренат, как на русском языке звучит елга томага? Родник, устье, течение. Я думаю, это устье. Принято. Это правильный ответ. Родник шишме, течение огам, а елга томага — это устье. Итак, Юля, играем с вами. Юля, подскажите, пожалуйста, как по-русски звучит слово «поширатырга»? Загрязнять, расчищать, ломать. Давайте тогда первый вариант. Тогда первый вариант. Я принимаю ваш ответ. Это правильный ответ. Чистить, расчищать по-татарски будет чистартырга. А ломать по-татарски будет ватарга. А, собственно, поширатырга — это загрязнять. Итак, Рената, как ваши дела? Отлично. Все хорошо? Да. Отлично. Переведите с татарского языка на русский слово «зыян китерерге». Приносить пользу, наносить вред, испортить. Я уверена, что наносить вред. А откуда такие познания? Я же знаю татарский язык в какой-то степени. Ну хорошо, принято. Это правильный ответ. Приносить пользу файда китерерге, испортить бузарга. А действительно, зыян китерерге — это наносить вред. Итак, играем. С вами Юля. Юля, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «сулыкларның пышырануы». Грязевые воды, загрязнение воды, загрязнение водоемов. Сулыкларның пышырануы. Грязевые воды, загрязнение воды, загрязнение водоемов. Я думаю, загрязнение водоемов. Принято. Это правильный ответ. Грязевые воды по-татарски будет пышырак сулар, загрязнение водоемов сулыкларның пышырануы, а загрязнение воды суларның пышырануы. Итак, шестой вопрос. Рената, играем с вами. Рената, переведите на русский язык слово «зарарлы мәддәләр». Вред, удобрение, вредные вещества. Я считаю, что вредные вещества. Почему? Потому что. И ведь не поспоришь.
Принято. Это правильный ответ. Вред зарар, зыян, удобрение ошламалар, а зарарлы маддалар – это вредные вещества. Юля, подскажите, пожалуйста, как на русский язык переводится слово «эйлене тире мухит»? «Эйлене тире мухит». Экосистема, окружающая среда, естественная среда. Я думаю, что это окружающая среда. Сталкивались с этим словом? Нет? Ну просто почему? Мне так кажется. Принято. Это правильный ответ. Экосистема так и будет экосистема. Естественная среда табиги мухит. Эйлене тире мухит. Это окружающая среда. Итак, 8-й вопрос, последний вопрос второго тура, и достается по праву вам, Рената. Переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «жир-су». Почвы и водоемы, поля и озера, земельные и водные угодья. Я все-таки думаю, почвы и водоемы. Почвы и водоемы. Это неправильный ответ. Юля, есть возможность заработать дополнительные баллы на вопросе соперника и сравнять счет. Как с татарского языка на русский переводится «жир-су»? Поля и озера или земельные и водные угодья? Ну, пусть будет это земельные и водные угодья. Интуиция? Слышали? Нет? Принято. И это правильный ответ. Почвы и водоемы по-татарски будет туфраклар хам сулаклар. Поля и озера кырлар хам кулляр. А жир-су – земельные и водные угодья. На этом второй тур нашей игры подошел к концу. И по итогам второго тура у нас равенство. Юля, Рената, вы набрали по 15 баллов. Это всего-навсего второй тур. Впереди нас ждет финальный раунд. Оставайтесь на нашем канале. Юля, Рената, правила финального раунда очень просты и не сильно отличаются от тех раундов, которые были до этого. Сейчас перед вами появятся две темы. Кто-то из вас будет выбирать. Вам надо будет в очередной раз решить, кто же это будет. После этого я предложу вашему вниманию 8 вопросов. 8 слов перевести с русского языка на татарский. Сложность финального раунда в том, что вариантов ответа, к сожалению, не будет. Ответите правильно, заработаете 4 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать 5 дополнительных баллов на вопросе соперника будет у вашего оппонента в данной ситуации. Все понятно? Да. То есть понимаете, что цена ошибки очень велика. Очень. Это финальный раунд, и мы начинаем. Юля, Рената, две темы: цветы и лето. Кто выбирает? Вместе выберем. Серьезно? Да. А есть такое ощущение единогласности? Да. Да. А что, играем в цветы или в лето? В лето. В лето. С кого начнем тогда? С Ренатой. Давайте с Ренатой. Итак, Рената, играем в лето. Первый вопрос. Как на татарский язык переводится слово «солнце»? Кояш. Принято. Это правильный ответ. Юля, как на татарский язык переводится слово «вода»? Су. Это правильный ответ. Мы разгоняемся, понимаете, да? Не все так просто, как... Рената, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет ягода? Жилек. Это правильный ответ. Юля, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет яблоко? Алма. Это правильный ответ. Легкая часть. Позади. Рената, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет пот?
просто специфично для лета, жарко. Ну, поняла. Есть такое схожее слово. Это, наверное, больше относится к «сляу», может быть. Сляу. Это неправильный ответ. Юля, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов на вопросе соперника. Как по-татарски будет пот? Очень Я простое тоже слово. вспоминаю только вот жарко из «с», а пот. Я теперь помню. Вспомнила. Не знаю даже. Ну, когда я вам скажу, вы скажете, точно. Причем Рената уже вспомнила, но уже поздно пить боржоми. Нет, не помню, к сожалению. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, пот по-татарски будет тир. Юля, играем с вами? Как по-татарски будет купаться? Забыла. Сейчас вспомню. Давайте, давайте. Такое легкое слово, я не помню. Ну, пусть Рената ответит. Пусть Рената ответит. Рената, как по-татарски будет купаться? Каянрга. Принято. Это правильный ответ. Правда, сука иногда. Да. Иногда говорят сукарерге. Рената, как с русского языка на татарский переводится слово «песок»? Кам. Принято. Это правильный ответ. Действительно, ком – это песок. Юля, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет дерево? Агач. Принято. Абсолютно правильно. Агач – это дерево. Уважаемые участницы, на этом финальный раунд и целиком наша сегодняшняя игра подошли к концу. По итогам сегодняшней игры вы набрали, Юля, 31 балл. Рената, вы набрали 36 баллов и в финальном раунде вырвались вперед. Я поздравляю вас с победой. Спасибо. От компании «Татарстан Новый век» и телеигры «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Спасибо. Я тоже. Ух ты, какой красивый. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровнях. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Мне очень понравилось участвовать в этой передаче. Я поняла, что нужно подтягивать татарский язык. Было очень весело, интересно. Я очень рада, что моя мама победила. Я очень сильно за нее болела. Мне очень понравилось на этой передаче. Я узнала для себя много нового и поняла, что нужно еще подучить татарский язык. Да, Тем? Да. Учить татарский Теперь мы с мамой будем вместе учить татарский язык.